Как странно, на Земле есть жизнь, живут люди, животные и растения. А почему только на Земле? Почему на других планетах никто не живет? Я об этом спрошу у своего учителя, Султана. Ни для кого не секрет, что все дети большие почемучки, и порой их вопросы ставят родителей в тупик. Меня зовут Султан, я готов взять часть детских вопросов на себя. И каждый выпуск нашей программы даст ответ минимум на один детский вопрос. Сегодня я вам расскажу про нашу планету Земля. Султан, почему на других планетах нет жизни, а на нашей есть? Наша Земля – огромный, уникальный живой организм. Всевышний создал нашу Землю с большой любовью, и все условия создал для того, чтобы жизнь на Земле была ограждена от всех опасностей. Вот давай внимательно рассмотрим нашу Землю. Наша Земля – огромный шар, защищен со всех сторон, от всех опасностей Всевышний защитил все живое на Земле. Земля защищена атмосферой, во-первых. Атмосфера ограждает все живое от космических нежданных гостей, от метеоритов, от всяких астероидов. Они сгорают в плотных слоях атмосферы. Атмосфера нужна для дыхания. Еще Земля окружена мощным магнитным полем, потому что космос наполнен всякими радиоактивными и губительными для всего живого лучами. От Солнца слышал про солнечные вспышки? Это ультрафиолетовые, радиоактивные, альфа, бета, гамма, всевозможные губительные лучи. А наша Земля защищена от таких лучей мощным магнитным полем. Представь, магнитного поля нету, у Луны нету, у Марса нету, а у нашей Земли есть. Специально создана, защищена наша Земля, чтобы все живое было сохранено таким мощным магнитным полем. Оно образуется от того, что внутри нашей Земли есть ядро. Оно вращается, ядро и оболочка Земли вращаются в разные стороны, и этим вырабатывается магнитное поле. Другие законы физики, но вот они здесь применяются и нас защищают. Потом, слышал про озоновый слой? Нет. Озоновый слой – это такой слой наверху, в верхних слоях атмосферы, слой газа. Газ, озон – это тот же самый кислород, только трехатомный. Кислород 2 шарика вместе, 2 атома вместе, а озон 3 атома. Разница небольшая, но у него такое замечательное свойство, что озон защищает все живое от ультрафиолетовых лучей. Эти лучи также вредны для всего живого. Представь, всего 3 сантиметра. Это слой газа 3 сантиметра. Не пропускает эти самые ультрафиолетовые лучи. Если бы не было этого слоя, люди болели бы страшными болезнями. Потом, чтобы Земля равномерно прогревалась, ось Земли наклонена под небольшим углом. Представь, если не было бы этого ось Земли, мы этот глобус в начале передачи рассматривал, наша Земля вращается. Но она вращается не так вот вокруг своей оси, не просто так вот, а под наклоном к Солнцу. Специально для того, чтобы равномерно она прогревалась. А как это, Султан? Давайте на рисунке объясню. Итак, представь, вот наше Солнце. Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Слышал о таком? Да. Вот наша Земля. Представь, Земля вращается вокруг своей оси, но не просто так вот, а под наклоном. Вот такой угол 67 градусов. Вот под этим наклоном вот так вращается Земля. Представь, Солнце освещает сначала один бок Земли. Вот эта часть освещенная. Смотри, вот эта часть, понятное дело, что эта часть освещенная, да? Вот тут будет светло, здесь будет ночь, здесь будет темно. И так за сутки меняется, день-ночь меняется. Земля круг сделает вот так вот, вот Северный полюс. Земля круг сделает, то один бок подвернется к Солнцу, там будет день, тут будет ночь. Потом через 12 часов другой бок повернется к Солнцу, у них будет день, у нас будет ночь, например. Ну вот, например, США, Америка, Латинская Америка, они находятся на той стороне земного шара от нас. Вот ровно под нами примерно Бразилия или Тихий океан. Когда у нас день, у них ночь. И наоборот, когда у них день, у нас ночь. И так меняются сутки. Вот. Через полгода Земля переместится вот на эту сторону, а ось останется с таким же наклоном. И все повторится наоборот. Земля переместится через полгода вот на эту сторону от Солнца. Эта часть будет в тени,
а эта часть будет на свету. И будет все наоборот. Вот смотри, например, наш город Грозный находится примерно вот здесь вот. Вот в этот момент у нас лето. Вот днем солнце будет почти что в зените, солнце выше всего. Обогревается хорошо, ясный день, ясная погода, много солнечного света. Через полгода вот здесь будет наш Грозный, и солнце будет близко к горизонту. Вот чуть-чуть будет день, а длинная ночь. Вот смотри, здесь, например, вот так вот. Ночь короткая, день длинный. Через полгода день короткий, ночь длинная. Для чего это? Для того, чтобы Земля равномерно обогревалась. Представь, то один бок земного шара подставляет, больше прогревает. Через полгода другой бок подставляет, нижнее полушарие, южное полушарие, и больше прогревает. Это специально предусмотрено. Вот создатель предусмотрел, чтобы климат был более ровнее, мягче, и земной шар прогревался, освещался равномерно. Но через полгода все повторяется. Вот именно из-за того, что ось Земли под наклоном, существует зима и лето. Если бы не было бы этого наклона, то у нас всегда была бы погода, как, например, 1 апреля или 29 марта. Вот как такая погода всегда стояла бы, не менялась бы. Ни лета не было, ни зимы не было бы. Земля очень похожа на другие планеты Солнечной системы, и вместе с тем она уникальна, ведь жизнь до сих пор не обнаружена ни на одном небесном теле. Какие же условия делают возможной жизнь на Земле? В первую очередь это расположение нашей планеты в Солнечной системе. Расстояние от Земли до Солнца приблизительно равно 150 миллионам километров, поэтому до Земли доходит лишь небольшая часть солнечного света и тепла. Но именно такое количество тепла, не больше и не меньше, позволяет Земле не перегреваться и в то же время не замерзать. Кроме того, наша планета делает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, и поэтому нагревается она достаточно равномерно. Если бы Земля вращалась медленнее, то на освещенной Солнцем стороне стояла бы невыносимая жара, а в тени невероятный холод. Еще один фактор, делающий жизнь на Земле пригодной, это наличие атмосферы. Когда атмосфера пропускает солнечные лучи, но задерживает тепловое излучение, возникает парниковый эффект. От таких страшных напастей, как метеориты, нашу Землю оберегает планета Венера, несмотря на то, что атмосфера у нее намного тоньше. Падающие из космоса метеориты от трения замедляются в ней или полностью сгорают. Еще одним отличием нашей планеты от других является наличие почвы. Почва – это плодородный слой Земли, который содержит вещества, необходимые для роста и развития растений. Ну и, наконец, жизнь на Земле была бы невозможна без воды, а ее на нашей планете огромные запасы. Султан, а для чего нужны моря и океаны? Моря и океаны очень сильно влияют на климат на Земле. 3/4 Земли покрывает море. Представь, это громадный массив воды, это громадная масса. Даже представить себе трудно, сколько весит океан, какую массу он обладает, какой массой. И вся эта масса за лето поглощает солнечный свет, нагревается. Зимой это тепло отдается обратно. Океан стабилизирует климат, выравнивает климат. Например, на других планетах одна сторона повернута к Солнцу, там высокие температуры, очень страшная жара. Сразу же, как только эта планета поворачивается другим боком к Солнцу, там, где нету Солнца, страшные морозы, очень низкая температура. Мировой океан выравнивает климат на Земле, способствует тому, чтобы климат был равномерный. Накапливая за лето энергию, зимой он отдает. Вот, например, климат в прибрежных странах очень мягкий. Вот на берегу Черного моря, заметьте, климат называется субтропический, субтропики. Это означает, что почти как в теплых странах. Там пальмы растут, потому что климат очень мягкий. А вот там, где нет поблизости океана, далеко от океана, называется климат резко континентальный. Значит, зимой очень холодно, а летом очень жарко. А возле моря это все сглаживается, мягкий, приятный климат, растения себя чувствуют комфортно, и люди живут очень в комфортных условиях. Султан, а есть ли жизнь на других планетах? Пока жизнь на других планетах не обнаружена. Таких условий, как Всевышний создал на Земле, нет ни на одной другой планете. Более-менее близко к Солнцу, близкие условия на Венере и на Марсе. По расположению к Солнцу более-менее близко, но условий жизни там никаких нет, даже близко. На Венере очень страшный климат, невыносимый, невозможный климат. На Венере огромное давление, нас давит атмосфера воздуха. Там давление атмосферы в 100 раз больше.
Там идут кислотные дожди, там температуры более 500 градусов. Все спутники, которые туда посылали люди, разведывательные спутники, чтобы они сделали измерения всякие, вот, изучили строение планеты, рельеф посмотрели, там, состав атмосферы. Эти спутники все погибали, они разрушались от невыносимых условий. Очень высокая температура, высокое давление и страшная атмосфера, состав атмосферы из кислот всяких. Спутники разрушались моментально. Еле-еле там кое-какие данные успевали посылать на Землю, и тут же погибали все спутники. Настолько жуткие условия на Венере. Там, конечно, никакая ни жизнь, ни роботы, ни что-то не может оставаться. На Марсе другие условия, но там атмосфера воздуха для дыхания непригодная. Потом перепад температуры очень высокий. Днем сильная жара, а ночью сильный холод. Ученые предполагают, что во Вселенной есть множество планет, похожих на нашу. В доказательство своим суждениям они нашли планету, которая вращается вокруг дальней звезды на таком же расстоянии, что и наша планета от Солнца. Все это указывает на то, что там могут быть благоприятные условия для жизни. Правда, жизнь в далеких местах космоса остается предметом научных споров. Другое дело Красная планета. Сколько легенд и домыслов было связано с ней. И даже имя было дано в честь мифического бога войны Марс. Воинствующие марсиане стали героями популярных фильмов, а в реальности все оказалось не так загадочно. Марс — это первая планета Солнечной системы, к которой люди стали проявлять особый интерес. Они надеялись, что там есть жизнь. Но вот только роботы, посланные на Марс, не обнаружили никаких ее признаков. Так что Марс до сих пор остается для землян одной из самых загадочных планет во Вселенной. Султан, а покажи, пожалуйста, какой-нибудь интересный эксперимент. Для этого мы переходим к самой интересной части нашей программы – эксперименту. А помогать мне в этом будет автор этого вопроса Цуцаев Дени. Ко мне часто обращаются с просьбой подробно объяснить, как собирается лавовая лампа из подручных средств. Вот мы сейчас будем ее делать из подручных средств. Вот банка, не знаю, чего-то сладкого, которая будет сейчас у меня использована для подсветки, как контейнер. В нее я размещу фонарик на светодиодах. Он будет давать мне подсветку. Это я заведомо принес, чтобы уплотнение такое собрать. Я сразу включу его, включенно погружаю этот контейнер. Вот крышка. Я в ней заведомо прорезал дырочку, чтобы свет аккуратно и ровной струей смотрел вверх. И закрываю. Теперь собираем жидкости. Вода и подсолнечное масло у нас будет. Воду мы подкрасим, для того, чтобы у нее был приятный красненький такой оттенок. Вот этим красителем. Красного цвета. Ну-ка, красивый цвет. Сейчас еще. Если много насыпать, вода будет непрозрачная. Нам нужно, чтобы она оставалась прозрачной, чтобы свет прибивал так красиво. Вот так мы ее сейчас смешаем, заболтаем. Вот такой пурпурный цвет. И заливая, это будет наша емкость, в которой будут все эти процессы происходить. Заливаю сюда воду. А потом подсолнечное масло. Как ты думаешь, что тяжелее, масло или вода? Сейчас проверим. Масло вязкое, но оно легче, чем вода. Так, добавляем сюда растительное масло. В эту нашу чудо-жидкость. Ты сказал, что масло тяжелее. Смотри, сейчас еще масло сделай. Но ко дну не пойдет. Будет плавать сверху. Представь, масло легче воды. Оно такое вязкое. Впечатление производит, что оно тяжелое. На самом деле оно легче воды. Бензин тоже легче воды. Все нефтепродукты легче воды. Нефть плавает по поверхности. Видел по телевизору? Когда разлив нефти и когда лужи, бывает на лужах капли нефтепродуктов от машин, тоже эти языки цветные плавают по поверхности. Луж не тонут, потому что все маслянистые жидкости легче воды.
Вот такая у нас получилась смесь. Посмотрим, что из этого получится. Так, ставлю я эту всю конструкцию, собираю на подсветку. Теперь нам нужны пузырьки. Пузырьки нам дадут медицинский препарат УПСА для пузырьков. Углекислый газ он будет нам давать. Теперь для пущего эффекта нам нужно, чтобы выключен был свет. И бросаю. Лавовые лампы продаются в магазинах, но приятно все равно сделать лампу такую своими руками. Правда же? Да. Вот так, ребята, мы и узнали, как живет наша планета. Надеюсь, путешествие в мир знаний было увлекательным и полезным для вас. Присылайте ваши вопросы на наш электронный адрес. Автор лучшего вопроса станет участником одной из наших следующих программ.